Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Я Марфирина Алексеева в программе News on Air. В сегодняшнем выпуске вы сможете увидеть весь процесс прыжка с парашюта от первого лица. Да еще не просто прыжок, а прыжок, выполненный с аэростата. Ну что ж, приступим. Два спортсмена-парашютиста совершили десантирование из аэростата с высоты 1500 метров. Это событие состоялось в рамках коллаборации двух спортивных федераций – парашютной и воздухоплавательной. Взлет, прыжок и приземление состоялись в Хангалахском районе. Я спешу уже поскорее показать вам это видео, потому что, когда я сама лично знакомилась и общалась с этими людьми, а также монтировала ролик, пережила весь спектр эмоций, что и вам пожелаю. Так, ну что, командир? Готов. Воздушного судна. Вот такое у нас давай, здесь. выбирай, короче, место, я к тебе буду метиться. 1500 высота. Спортсмены готовы. Как ощущение? 1508. 1508 метров. Давайте для Форточку истории. закрыть не забудь. Так, Уходим. Идем на снижение. Помнишь, Сейчас не толкайся. пилот скажет вам, когда и что. 3,2, 3,3, пошел. Шара первый раз. -1. Итак, исторический момент. В какой-то мере уникальное событие. Да, вот на ту площадку я сделал свой первый прыжок 20 Вот почти вот лет назад, на ту, 21 год именно назад. туда. Максим у нас опытный спортсмен, член Федерации парашютного спорта. Так, И сегодня... 3,5. Всё. Готов? Да. Все, поехали. Трой, так. Развертаемся. Развертайся. Я сделал это! Ну, вообще прикольно, конечно, ощущения просто космические. Видишь, никакого потока, никакого ничего. О как! Короче, все это... Ну, страшновато, не знаю. Честно говоря, мандраж был вот этот момент, когда опускаешься и тупо лезешь назад. В голове знал, что потока не будет, управлять я не смогу, кстати, управлять я смог достаточно рано, на удивление. Ну, в принципе, получается. Ах ты ж, упал все-таки! Я сделал это! В республике Саха-Якутия до этого момента никто не совершал таких прыжков. То есть спортсмены опытные, но прыжка из теплового аэростата они еще не делали. То есть и опять же подъем на такую высоту в 1500 метров на воздушном судне класса аэростат, это тоже никто так не поднимался высоко. Администрацией Актемского наследия у нас тоже есть несколько проектов, связанных с строительством учебно-технического центра,
базы воздухоплавателей и привлечение, вовлечение в спорт именно школьников, участников аэрокосмических кружков, которые вот на данный момент работают в Хангаласском районе. Что касается требований, мы не будем учить пилотов, мы будем учить спортсменов настолько, насколько это в наши компетенции входит. То есть согласно руководству, согласно методическим указаниям от Федерации России, воздухоплавания России, то есть мы можем начальную подготовку дать. К тому же там школьники, старшеклассники, им будет это интересно. В качестве членов федерации они будут привлекаться на полеты, на групповые полеты, на досадку, то есть летать, участвовать в подборе, в команде, то есть вот в таком ключе. Плюс это, это очень увлекательно на самом деле, как хобби, это интересно этим заниматься, то есть тоже матчасть аэростата, то есть техническая его составляющая тоже очень интересная, и этим, думаю, у нас все получится. Отрадно, что благодаря таким увлеченным людям, преданным своему хобби, такому делу, данным видом спорта смогут заняться и многие другие молодые люди. Ну что ж, продолжим дальше о спорте. В поселке Агинское Забайкальского края завершилось первенство Дальнего Востока по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Якутские борцы под руководством старшего тренера Владислава Петрова завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Чемпионами в своих весовых категориях стали Александр Жданов, Эрчим Жирков, Артем Стручков, Максим Григорьев и Анатолий Иванов. Победители также выступят на финале спартакиады учащихся России и вошли в состав сборной для участия на международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Кстати, до старта международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке осталось чуть меньше 100 дней. Будущие участники спортивных соревнований презентовали свои виды спорта. 7-е международные спортивные игры «Дети Азии-2022» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Ожидается, что общая численность участников составит свыше 3000 человек и более чем 20 стран. На играх планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Команда села Орлах победила в районном конкурсе охотников. Помериться силами и ловкостью съехали в село Тас-Урях участники из Мирного, Орлаха и Сюльдюкара. Разжечь огонь на время и попасть в мишень из воздушки, пробежаться по сугробам с мешками на спине и обогнать соперника на буране. Для всего этого участникам потребовалась не только спортивная форма и физическая подготовка, сколько знаний и умения ориентироваться в условиях природы, как это делают настоящие охотники. Второе место досталось мирнинцам из культурно-спортивного комплекса, а бронзу забрали хозяева конкурса – команда из Тас-Уряха. На сегодня это все. Встретимся завтра в эфире телеканала Якутия-24, и я расскажу вам еще больше интересных новостей о нашей Якутии. До новых встреч в эфире!